Здравствуйте! Сегодня мы с вами проведем небольшое такое занятие, касающееся тематики единого государственного экзамена. Поговорим о нашей структуре, о трудностях, которые возникают при проведении и при подготовке данного экзамена, да, точнее. И, соответственно, поговорим, порешаем, может быть, задачи, поговорим, как готовиться к данным задачам. Ну, во-первых, единый государственный экзамен у нас по математике делится на две части. Это базовый и профильный. Базовый — это необходимо просто для получения аттестата, а профильный необходим уже для дальнейшего поступления в высшее учебное заведение. Соответственно, если вы выбираете направление, связанное с техническим, математическим, да, и так далее, и где требуется математика в качестве экзамена, то нужно выбирать математику профильный уровень. Вот это принципиально для вас. Пока вы еще не определились же, да? У вас когда, по-моему, в феврале идет определение? Где-то так. Ну, примерно к этому времени вы должны определиться. Поэтому в качестве совета, что хочу сказать, то есть вы уже примерно представляете, куда вы хотите поступить, ну, допустим, какой вуз, какое направление, ну, не поленитесь, зайдите на сайт университета, посмотрите, что требуется у нас для приема, какие экзамены, и, соответственно, исходя из этого, вы будете уже делать более такой правильный, грамотный выбор. Понятно? Вот это сейчас ваша главная задача до февраля. Ну и, соответственно, начать готовиться к данному направлению. Вообще советую вам, конечно, выбирать математику профильный уровень. На самом деле она не такая уж и сложная задача. Если вы хотите получить хотя бы минимальный балл в прошлом году был у нас 27 по поступлению, да, это был эквивалент, нужно решить было 6 задач. Вообще по структуре единого государственного экзамена, давайте вот я все-таки акцент сделаю у вас на профильном направлении, да? Потому что, еще раз, базовые — это в основном тестовые задачи, которые проверяется компьютер. То есть, как экспертная комиссия, вот я, которую возглавляю, да, по Республике Бурятия, мы не привлекаемся к данной проверке, все проверяется автоматически. Соответственно, по профильному уровню здесь экзамен у нас состоит из двух частей. В первую часть входят задачи тестового типа, то есть где необходимо написать просто ответ, ну, вернее, не тестового, а, так скажем, задачи с кратким ответом называются. То есть здесь решение не проверяется, проверяется только ваш ответ, правильно или неправильно. Таких задач у нас 12. Это первая часть. И 7 задач у нас идет во второй части. Во второй части это задачи с развернутым ответом. Ну, это некоторый аналог такой контрольной работы, которую вы пишете. Здесь вы пишете полностью все решение, проверяется все ваше решение, не только ответ. И в этом отношении оценки идут следующим образом. За первую часть каждая задача оценивается в 1 балл, то есть либо решил, либо не решил. Понятно, да? То есть не решил, допустил ошибку и так далее, да? Сразу будет минус 1 балл, то есть не засчитана будет там задача. Поэтому, на мой взгляд, ценность первой части очень высока. То есть вы допустили маленькую ошибку, вроде все правильно сделали, но маленькую ошибку. Плюс на минус поменяли, да, там вместо единицы 7 записали и так далее. Это уже будет неправильный результат. Поэтому акцент на первой части должен быть обязательным. То есть это ваш базовый набор для баллов. Во второй части у нас 7 задач. 7 задач делятся они на 3 группы по оцениванию. Первые 3 задачи, это вот 13, 14, 15 задача у нас оцениваются в 2 балла максимум, да? Дальше у нас задачи 16, 17 оцениваются в 3 балла. И самая сложная, 18, 19 задача оценивается в 4 балла. Таким образом, можно максимально получить 32 так называемых первичных баллов. Первичный балл — это который вы баллы набираете за данную работу. Потом вот эти первичные баллы переводятся уже в известную шкалу 100-бальную, по которому выставляется уже основная оценка. Вот такой, соответственно, график оценивания данной задачи. Теперь, ну давайте некоторые акценты такие сделаем. Во-первых, ну, наверное, будет интересно, как распределить время. Время самого экзамена у нас идет без 5 минут 4 часа, то есть 3 часа 55 минут. Соответственно, это время вы должны распределить между 19 задачами, которые у нас имеются. Если смотреть, ну, примерно по плану, да, я рассматриваю где-то вот школьник, который все-таки планирует решить все задачи, да, решить все 19 задач, то его примерный график работы, да, ну, я ориентирую так. Первый час
первый час, 60 минут нужно отвести на решение первой части. То есть вот эти 12 задач, которые у нас есть, что значит решить? То есть вы должны прочитать условия, сделать набросок решения, получить ответ. Ну, дальше, соответственно, по всем задачам пройтись, везде их так решить, да? Соответственно, после этого, прежде чем заполнять бланк ответов, необходимо опять вернуться к этим задачам и опять повторить решение. То есть проверить ваше решение на наличие ошибок. Если ответы сходятся у вас в первом и втором случае, тогда можно смело записывать результат в бланк ответов. Причем здесь нюансы следующие. Да? В качестве ответа у нас выступает либо целое число, либо число записано в десятичной форме. Ну, соответственно, подсказка. Да? Если у нас число не переводится в десятичную форму, значит, что-то не так. Не так вы сделали. Потому что вероятность того, что ошибка в контрольно-измерительных материалах сейчас очень маленькая. Потому что уже на протяжении нескольких лет вот эти задачи готовились, да, и они уже прорешены не один раз, соответственно, вероятность какой-то опечатки, ошибки там очень мала. В этом отношении, соответственно, проверяйте ваше решение. Потом ситуация такая, да, допустим, у вас вы решали, и у вас получилось 2 ответа. Но опять ситуация такая. Здесь сказано, что в ответе должно быть одно число, да? Соответственно, запись должна быть одного числа. Ясно? То есть в этом плане первый час, ну, если смотреть график такого человека, претендующего, ну, примерно где-то близко к 100 баллам, да? Первый час мы решаем первую часть, перепроверяем и заполняем бланк ответов номер 1. Ну, бланк ответов, да, номер 1, соответственно, заполняйте все ответы на вот эти 12 задач. Оставшееся время у вас остается 3 часа на 7 задач. Ну, понятно, вторая часть, она более сложная, чем первая часть, поэтому оценивается большее количество баллов. Здесь примерно график следующий. Ну, если кратко так рассмотреть, да, вот первые 3 задачи, это первая задача второй части, давайте так будем называть, это задача под номером 13. Это, ну, уже такая достаточно классическая, несколько лет подряд она включается, это тригонометрическое уравнение. Она состоит из 2 частей. Мы решаем уравнение, это первая часть, решить уравнение. Вторая часть, нужно сделать отбор корней, принадлежащих нам какому-то интервалу, удовлетворяющих какому-то условию. Соответственно, по критерию оценивания оценивается, соответственно, решена первая часть 1 балл, решена вторая часть еще 1 балл. Ну, соответственно, что-то не решено, здесь уже комбинация получается, либо 1, либо 0 баллов. Вторая задача у нас стереометрическая, геометрия. Как раз спрашивали по стереометрии. Эта задача тоже состоит из 2 частей, то есть там идет некоторая конфигурация, описывается, и дальше ставится условие вернее, ставится 2 вопроса. Ответ на один вопрос 1 балл, ответ на другой вопрос тоже 1 балл. Причем сейчас уже, как правило, подбираются такие задачи, что не обязательно у нас утверждение первого будет вытекать, из утверждения из первого условия, да, будет вытекать второе условие. Да? Можно использовать и их независимо. Третья задача у нас неравенство. Причем неравенство, ну, такое достаточно сложное. Обычно какое рассматривается? Это либо показательно, где у нас степени участвуют, либо очень часто логарифмическое встречается неравенство. Логарифмы начали проходить? Нет. Ну вот логарифм пройдете, соответственно, вспомните эти слова. Да? Ну и различные другие комбинации, по-моему, встречались и иррациональная с корнем вариация. Да? Здесь задача стоит просто решить неравенство, но задача оценивается тоже в 2 балла. Оценивается 2 балла. Как правило, наиболее такой часто распространенный способ — это надо грамотно сделать замену переменных, свести его к дробно-рациональному неравенству, решить методом интервалов, потом восстановить решение, да, которое мы рассматриваем. Здесь основная трудность, конечно, заключается в вычислениях. То есть сама задача может быть большая, то есть если вы посмотрите иногда, да, то есть она, ну, так скажем, пугает своей формулировкой. Так, это вот получается 2-бальная задача, 3 2-бальных задачи. Да? 16-я задача — это задача геометрическая, она на планиметрию. Планиметрическая задача
тоже состоит из двух частей. Там стоит два вопроса. Первое, обязательно идет вопрос на доказательство. Нужно доказать какой-то факт, да? И второе идет вычислительный вопрос. Оценивается, получается, первый вопрос оценивается в 1 балл, второй вопрос оценивается в 2 балла. Ну, как правило, по критериям. Может быть, некоторые вариации есть, но по критериям примерно придерживается данной ситуации. Тоже в зависимости от того, решили или не решили вы, да, у нас идет ограничение по данным баллам, то есть снимается за что-то балл. Так, это 16-я задача. 17-я задача, буквально получается 2 года как используется, это экономическая задача. Примерно то же самое, как текстовая задача, то есть формулировка только идет экономической задачей. Вот 2 года было, получается, позапрошлый год у нас был в основном задача связана с кредитами, взят кредит там и так далее, да, и такие условия погашения. Нужно найти там, допустим, сумму кредита, либо платежи по погашению, либо общую сумму, которую выплачивается. Ну, как правило, такой формулировка. В прошлом году добавились задачи на вклады. Положен вклад, какие-то проценты набегают, допустим, вклад наполняет и получили такую-то сумму. Нужно найти там начально, сколько денег вложили. То есть в этом плане у нас получается вариации, вот на данный момент пока 2 используются, но в принципе, может быть, рассматриваются, по крайней мере, варианты еще введения задач на оптимизацию. Дано 2 предприятия по производству, да, какого-то товара, да, есть формула производства в зависимости, допустим, от сырья, либо использования времени или там денег, да, получения. Надо максимизировать эффект, да, от этих 2 предприятий. Ну, как правило, данная задача сводится в большинстве случаев к построению функции и исследованию ее. Производные проходили же? Производные функции. Вот исследование, соответственно, нахождение точки там, максимум либо минимум и так далее. Максимум, допустим, по прибыли, минимум по затратам и так далее. В принципе, может быть такая задача. Поэтому я думаю, что вероятность большая, что такая задача появится. С учетом того, что все-таки некоторая подготовка такая проводилась. То есть задачи и демонстрационных, а разных сборниках она предлагается. Данная задача оценивается в 3 балла. За что дается 3 балла? В основном, основное, что оценивается, это понимание задачи и построение математической модели. Математическая модель понимается, что вы строите из этой задачи какое-то условие. Либо там табличные значения, да, прописываете, как у нас изменяются вклады там, и так далее, либо строите функцию, либо какое-то там неравенство и так далее, да, и потом его исследуете, переводите на математический язык и исследуете, получаете соответствующий результат. Данная задача оценивается в 3 балла, 3 балла, соответственно, понятно, да, решенная задача, 2 балла, по-моему, вычислительная ошибка, если я не ошибаюсь, ну, критерии надо посмотреть, там, по каждой задаче они прописаны конкретно, за что у нас ставится данная оценка. И 1 балл идет за построение модели, то есть вы правильно поняли условия задачи. 0 баллов, соответственно, во всех остальных случаях. Так, это у нас 17-я задача, да, трехбальная. И пошли 2 задачи высокого уровня сложности. Это 18-я задача. Это очень такая вот классическая задача идет, задача с параметрами. Она была от самого введения ЕГЭ. То есть здесь необходимо исследовать уравнение, там, систему, неравенство, в зависимости от введенного дополнительного параметра. Ну, параметры знаете, что такое? Нет. Есть переменная, да, что мы находим, да, соответственно, а есть параметр. То есть мы, получается, какое-то число заменяем буковкой. А под буковкой может скрываться любое число. И в зависимости от значения этого числа мы решаем разные вариации этой задачи. Ну, исследуем, допустим, когда данное уравнение имеет, например, 3 корня. При каком значении параметра. Соответственно, мы должны вот ввести ограничение на вот этот параметр. Вот в этом заключается задача на параметр. Задача достаточно сложная. Ну, поэтому она оценивается в достаточно большое количество баллов. Очень часто здесь встречаются уравнения, такие, скажем, с большим количеством операций, входящих слагаемых и так далее, да, то есть, которые, так скажем, отпугивают своим даже внешним видом. В этом отношении, ну, здесь самое главное психологически не бояться, да, уметь работать с такими выражениями, и владеть методом их упрощения, приведения к более понятному виду. Ну и исходя из этого, если вы не понимаете задачу, приведете к понятному виду, потом исследуем.
очень часто, в большинстве случаев, сводится к исследованию квадратного уравнения. Ну а исследование квадратного уравнения вы все хорошо знаете, да? Через дискриминант пошли и так далее. Да? Два решения, одно решение, нет решения и так далее. То есть очень часто сводится к квадратному, к исследованию квадратичной функции. Ну и в зависимости от нахождения, от продвижения по решению выставляется балл. Причем здесь тоже достаточно такая вот строгая оценка идет по этим задачам. Здесь подразумевается, что если человек решает 18-ю задачу, значит он в совершенстве владеет методами преобразования и вычислений. Значит, за арифметическую ошибку здесь мы сразу скатываемся на 1 балл. То есть сразу снимается 3 балла. В этом отношении вот есть маленький такой нюанс по данной задаче. Поэтому, если вы беретесь, значит вы уже хорошо подготовленный выпускник школы. Понятно? Поэтому данная задача, она очень не терпит ошибок, которые вы допускаете. Ну и последняя задача, это задача 19-я. Введена она относительно не так давно и, в принципе, имеет достаточно такой интересную историю развития. Да? Это задача с числовыми последовательностями. Обычно условие такое, что задается числовая последовательность, удовлетворяет таким-то условиям, и дальше формулируется несколько вопросов. В данном случае у нас формулируется 3 вопроса. Эти 3 вопроса идут в порядке повышения сложности. Самый простой это первый вопрос, который стоит. Там, как правило, достаточно привести пример, чтобы удовлетворял какое-то условие. Второй идет уже вопрос, это уже некоторого такого исследовательского характера, немножко условия изменяются, и рассматривается, уже проводится некоторые исследования. И третий вопрос идет уже такой достаточно серьезный, сложный, уже в целом исследование поведения данной функции в зависимости либо от значения параметра, либо мы исследуем какое-то значение, например, среднеарифметическое всех этих чисел, да, удовлетворяющих данному условию, какое примет, допустим, наибольшее значение и так далее. В этом плане у нас, конечно, вот я здесь советую за 19-ю задачу браться обязательно. Ее легко понять, потому что она формулируется, десятиклассники тоже могут понять, вполне спокойно браться за нее, потому что там никаких таких архисложных знаний, которые в 11 классе даются, да, там вообще нету. Там, в принципе, на уровне, арифметику уже знаете, считать, складывать можете, среднеарифметическую можете найти. Вот, то есть, в принципе, доступно. И в этом плане 19-ю задачу, все-таки первое задание, по крайней мере, можно спокойно сделать, даже не обладая такими обширными знаниями математики. Вот следующая задача там, конечно, немножко посложнее. И оценка здесь тоже достаточно четко разделена. Получается, решим первую задачу 1 балл, вторую задачу еще 1 балл, и третью задачу уже в 2 балла. То есть в сумме будет 4 балла. Ну вот таким образом у нас делится вторая часть. Вопросы какие-то есть по структуре? Нет, давайте решать. Решать уже? Готовы? Вот если смотрите, решает ученик каким-нибудь иррациональным способом, его будет засчитываться? Иррациональным, который не существует, что ли? Каким-нибудь там сложным. Так скажем, нерациональным. Да, Нерациональным в этом отношении ограничений особо нет. Главное, чтобы было решено. Вот я, например, на УГ решал иррациональным способом, мне не засчитали. Насколько я знаю, таких ограничений вообще не было. Здесь самое главное решить задачу. Нерациональный способ, это значит, вы просто у себя крадете время относительно других задач. По времени, да, мы еще. По первой части я сказал час, да? На вторую часть примерно разделение, примерно где-то вот такое должно быть. Вот первые 3 задачи, которые рассматриваются, это в районе, где-то урока, 40 минут. Это получается, еще раз, тригонометрическое уравнение, да? 13-я задача, стереометрическая задача и задача неравенства, да? 15-я. Примерно где-то в районе 1 урока, 40 минут. Далее 2 задачи, следующие идут, это планиметрическая, она посложнее, трехбальная, и экономическая задача. Здесь в районе где-то часа. В районе часа. И оставшееся время, там час с хвостиком, час 15,
Если больше останется 1,5 часа, останется вот на эти две задачи у вас последние. Это параметр и числовой последовательность. Вот примерно, на мой взгляд, более такой удобный график для решения. Понятно, что решаем мы не просто так, да, вот решили, вроде ответ получили, все, радостно и дальше сидим, да. Вы должны еще не только решить, но оформить свое решение. На этом тоже я делаю акцент, потому что очень часто возникает такая ситуация, что вот время есть, все, я сейчас вот эти все задачи решу, а потом вот аккуратненько все перепишу. Ну и на какой-то задаче засел, много случаев, пока рассматривал, время вышло. Надо уже сдавать, а еще ничего не переписано, да? В итоге вроде бы задачи решены, да, а проверять нечего. Здесь ситуация такая, черновики комиссии не проверяют. То есть в этом плане проверяется только оформленные чистовые решения. Соответственно, ваша задача не забывать еще оставлять время на оформление задачи. Ясно? Чтобы вот не попали в такой цепнот, а в таком цепноте очень, что обидно, то есть вроде бы решил, начал переписывать, допустил ошибки. Быстро же переписываешь. Да еще время прошло достаточно много, все равно человек устал на экзамене, да? Поэтому здесь оставляйте время для переписывания задач. Так, ну вот, в целом такой обзор по данным задачам. Так, ну что, рассмотрим задачи сегодня? Да. Наверное, ради этого собрались? Так. С какой задачи начнем? Вот. Я подготовил задачу только второй части, 13-я задача. Ну, второй части. Первая, потому что она... А? С нее и начнем, да? Вот вам задача. Решите уравнение. Решите уравнение 2 косинус 2х равняется 4 синус от π пополам плюс х плюс 1. Это первая часть идет, да? И вторая часть, после этого указать корни этого уравнения, принадлежащих данному отрезку. Так, ну что, время дают? Или сразу разбираем? Сразу. Ну вот там вот, я вот... Да. Вот по-любому там оформлено. Формула приведения, да? Как формула приведения используется? Давайте сразу повторим. Ну, во-первых, Когда функция меняется? если π делить на 2, Ну и... меняется на Π на 2 и 3π на 2, да, если угол? Да. Соответственно, если π либо 2π у нас не меняется, да? Потом мы Все знают это правило? Да. А? Знаете, как запомнить? Нет. А? Нет. Единичную окружность представляете? Да. Получается, смотрите у нас. Вот в этих углах мы меняем, это π пополам, да, и 3π пополам. Так? А в этих не меняем, да, π и 2π. Ну и понятно нам кратно, да, отлично на период. Соответственно, вот смотрите, вот эти углы рассматриваем, да, мы на них смотрим, да, вверх-вниз, да, меняем. Да. А на эти смотрим, да, лево-право, лево-право, не меняем. Понятно? Если забыли, вы просто вспомните мнемоническое правило, оно достаточно хорошо поможет вам относительно определения. Теперь второй момент, как знаки ставить? Потом мы смотрим, куда у нас движение по окружности идет. Получается, если это плюс, то мы попадаем во вторую четверть, где синус принимает положительное значение. Ну, правильно. В этом отношении мы, соответственно, смотрим, какая четверть будет. Просто подразумевайте x примерно где-то острый угол. Соответственно, наша задача определить знак данной функции. Учитывайте, что когда мы используем формулу приведения, мы вот это выбираем, остается там функция от x, да? Значит, она будет как бы в первой четверти. А в первой четверти у нас все функции положительные. Значит, соответственно, если в данной функции вы определили, да, в какой четверти, если она положительная, то так и остается, да, знак плюс идет. Если она отрицательная, значит, мы должны добавить знак минус. Все? Решали? Некоторые правила мы с вами повторили. Формула косинуса двойного угла. Не помните? Синус, умножить на синус
Не, она Но мы заменяет- используем, да, эту формулу? Да, на Да, самом деле нет. заменяет двойной косинус на Косинус синус. двух на икс косинус. Очень легко запомнить для косинуса. Вы же основное тригонометрическое тождество помните? Да. Да. Оно со знаком плюс, да? А косинус со знаком минус. Но раз это косинус, начинаем с косинуса. Косинус в квадрате. Косинус 2х, значит, будет косинус в квадрате х минус синус в квадрате х. Основное тригонометрическое тождество, да, там сумма идет, да? А здесь идет разность. Ну и здесь косинус, соответственно, переходит. Ну, отсюда пошли вариации, да? Еще две вариации. Одна относительно косинуса, да, формула, а другая относительно синуса. Синус заменяем, получается формула относительно косинуса. А косинус заменяем, получаем формулу относительно синуса. Что? Я что-то быстро говорю? Ну тогда мы должны вот это поставить. Основное тригонометрическое тождество. А, ну все, потом, короче, тригонометрическое тоже это между единицей втыкаем и сокращаем все. Основное тригонометрическое тождество. Ну и все, что у нас получается? Вначале здесь определим, какая функция у нас будет. Косинус или синус? Косинус будет, да? То есть мы меняем. Соответственно, нам косинус тогда нужно расписать через формулу косинус. Ну отсюда что получается? 2 на 2 косинус в квадрате х минус 1 равняется 4 косинус х. Знак какой будет? 4 какая? Вторая синус положительный. Значит, знак остается плюс, да? Плюс 1. Все, получается обычное уравнение относительно косинуса. Что дальше делаем? Дальше меняем основной тригонометрический Нет, тождество. мы сначала тоже умножаем и Нет, мы раскроем сначала. переводим вроде бы, да. И- Ну ладно, давайте умножим. И дальше. Так, что это? Нет. Получается у нас замена, да, идет, да? Получается обычно квадратное уравнение. И находим корни этого квадратного уравнения. Косинус х типа заменяем как t. Ну, Как записать? ну, можете так записать. Да, да, Косинус квадрат. заменяем, ну пусть t, любую буковку берем. Получается 4t квадрат минус 4t, минус 3 равняется 0. Получаем обычное квадратное уравнение, решаем его, находим значение и делаем обратно замену. Косинус х будет равняться какому-то выражению. Корни какие получились? Так, дискриминант 64. Это будет 8 в квадрате. Минус 6. Сейчас Минус будет. 8. Сколько? Минус 6 Минус 1 вторая. Даже не так. Это не то. Это не то. Первый минус 1 вторая и 1,4 4 восьмых, 1 вторая. Да? Так, минус 1 вторая и минус 1,1. минус 1 Ой, целая. плюс. Плюс, да, плюс. Ну или 3 вторых. Да? Значение нашли, теперь делаем обратную замену. Делаем обратную замену. Делаем обратную замену, что у нас получается?
косинус х равняется 1/2, да? И косинус х равняется... минус 1/2, да? И косинус х равняется 3/2. Второе значение у нас не имеет решения, да? Так как косинус у нас ограничен. Также, это же ограниченная функция. От минус единицы до единицы, да? Ну а здесь, как записывается решение? Так, косинус х принадлежит... Х равняется. Нет, там формула есть. косинус? А может нужно найти? Нам нужно радианы что-то найти? Плюс-минус. Минус 1/2 равняется. Надо выучить. Плюс-минус... Надо поучить это хорошее предложение, надо поучить. А косинус минус 1/2 какой будет? 1 пишет 6 и на 6. Минус 1/2. И на 6 у нас первая четверть, все функции у нас положительные. Минус 1/2 это... Так, это что у нас вверху? Пи на 2, 3 пи на 6, 4 пи на 6. 2 пи на 3. Косинус где отвечает? Вот твои. Там. А х, да? У нас равняется минус 1/2. Так, Да, 2 пи на 3. Вот один угол, второй угол, да? Ну вот это с плюсом, это с минусом. Поэтому будет плюс-минус. Ну давайте вот этот угол определим. Какой? Как определим? Градус? 120 плюс, да? Градусов? Градусов Ну у нас по кругу спидер, давайте, наверное, в радианах. На счет переведем, 120 это... 120 внимание, 120 пи на 180, это на 60 сокращаем. 2 пи на 3. 2 пи на 3 плюс период косинуса 2 пи. n, где у нас целое число, да, рассматриваем? Так? У нас целое только качество, да? Ну, на самом деле, это не принципиально, какую букву здесь поставить, главное, что она является целым числом. Хоть π, r, да, π, k, π, n и так далее. Здесь особой разницы нет. И вот у нас получается, это ответ на первый вопрос. Мы решили данное уравнение. Соответственно, будет значение 2π на 3 плюс 2πn и минус 2π на 3 плюс 2πn. Ну, 2π квадрат будет значение. Так, теперь отвечаем на вторую часть задачи. Нам нужно из этого множества решений указать те корни, которые принадлежат нашему отрезку. От минус 5π пополам до минус π. Как сделать отбор? Надо сначала найти, Выразить выразить целый... Ну как вы находили? Как? Вот сначала надо взять минус 5 пи на 2, оттуда выразить целые обороты. Если они там есть. А может на единичной окружности отметим? На единичной окружности давайте отметим. Первая пи на 2 будет. Давайте начали минус π отметим. Да. Как ее найти? Нет, минус Получается, пи. вот в эту сторону мы идем, это положительное значение, да? В эту, соответственно, отрицательное. То есть мы идем, вот у нас Вот значение минус π, да? А вот это будет минус пи на 2. Дальше минус 3π пополам, минус 2π и минус 5π пополам, да? Вот оно значение. Вот это начальное значение, соответственно, вот они вот те значения, которые удовлетворяют нашему здесь условию. Так? Ну а теперь какие решения подошли? Это решение у нас не входит, да? Значит, входит только вот это решение. Минус 2 пи от минус 5 пи. Ну давайте смотреть. Это было сколько у нас? Это было у нас 2π на 3, да? Мы теперь идем в обратную сторону, значит должны отнимать. Полный оборот это сколько? А, ну там Период, 6 да? пи на... Получается 8 пи на 6. 4 пи на 3. 2π на 3, отнимаем, полный период 2π. Отсюда считаем, сколько у нас будет. Приводим к общему знаменателю, получается минус 4 пи на 3. 4π на 3.
Вот это первый способ решения. Первый способ решения. Сейчас я покажу вам второй способ. То есть первый это графический. То есть вы определяете какой интервал и, соответственно, подставляете значение, то есть определяете, вот, где у нас решение дойдет, и смотрите, какие решения у нас войдут в этот интервал. И, соответственно, подбираете наше решение, которое будет удовлетворять условия. Так, а теперь второй способ решения данной задачи. Он заключается в следующем. Мы просто берем вот эти решения, да, и подставляем наш отрезок. Что значит, что у нас решение будет принадлежать отрезку? Будет входить в него. Ну, что, типа, ну как записать, что входит в него? Принадлежит. Как? Как записать? Вот как записать, что точка 5 лежит в отрезке от 3 до 7? 5 принадлежит, знак принадлежит и... Я понял, а как доказать? Нужно Построить поставить. четвертую числовую любую. Больше 3 меньше. А двойка принадлежит? Нет. Не принадлежит, да? Так как записать-то? Как записать? Больше, чтобы было больше 3 и меньше. Это число должно быть больше 3, но меньше, чем 7. Вот 3. Если удовлетворяет этим двум условиям, то будет лежать внутри данного отрезка. Так? Больше или равно? Ну, давайте это и запишем. Получается у нас, да, больше либо равно, раз ответить. 2π на 3 плюс 2πn у нас должно быть больше либо равно, чем минус 5π пополам и меньше либо равно, чем минус π. Так? Записываем вместе с n. Вместе с n. Мы как раз и должны найти с вами n. n это у нас как раз целое число. Ну а теперь, как работать с двойным неравенством? Ну, решаем, преобразуем. В данном случае, что можно преобразовать? У нас привести к общему знаменателю. То есть, давайте все части умножим тогда на 6, да? На 6 умножим, тогда что будет у нас? Здесь умножаем на 6, будет минус 15π. Здесь у нас умножаем, получается 4π. Плюс на 6 умножаем 12πn. И меньше либо равно, здесь умножаем минус 6π. Теперь вычтем из всех частей 4π. Получается тогда минус 19π. 12πn. Здесь вычтем минус 4, минус 10π. Везде у нас значение π давайте на π сократим. Так, что-то у меня тоже места не хватает. Вот здесь я продолжу, да? То есть мы на π разделили и, соответственно, можем разделить на 12, да? Ну, вообще давайте разделим на 12π. π у нас просто сократится, да? Что у нас тогда будет? Получается минус 19 12 меньше либо равно n и меньше либо равно минус 10 12. Но вы можете перевести это, получается у нас будет n, здесь будет минус 1,7, а здесь будет у нас, ну, можно сократить 5 шестых. n у нас целое число. Есть какие-то целые числа, удовлетворяющие данному условию? Есть. Вот нолики, да, есть. Соответственно, минус 5 шестых рассматриваем. Минус 1,7. Минус единица будет лежать здесь, да? Минус 1. 0, соответственно, лежит правее, да? Минус 2 левее, да? Значит, а только одно число. Отсюда получаем, следовательно, n равняется минус 1. Мы решили данное неравенство в целых числах. Это у нас целое число. Ну а дальше, соответственно, подставляем. Так, давайте я здесь сразу введу. Получается, мы подставляем будет минус, так, плюс же будет, смотрите, 2π на 3 плюс 2π, а вместо n подставляем минус единицу. Ну, считаем, что получится. 2π на 3 минус 2π. Или это будет минус 4π. То же самое значение, которое мы с вами находили. Вы объясните, что вы только сейчас делаете. Вы нашли значение. Вот смотрите, еще раз. Мы показали, берем, да? Берем наше решение. Так? И дальше смотрим, будет ли оно удовлетворять нашему отрезку.
Не, это понятно, вот я не успел, когда с вами перелистывали. На чем тут остановились? Вот, мы пришли к данному неравенству. Да? Причем это неравенство решаем в целых числах. Это целое число. Так? Соответственно, теперь для данного неравенства смотрим, какие будут целые числа удовлетворять неравенство. Смотрим, что прямое минус 1. Ну вот на числовой прямой. Значит, решением неравенства будет только одно число минус 1. Если будет несколько чисел, записывайте несколько чисел, которые удовлетворяют условия. Все они будут выполнять, для всех не будет выполняться условия. Понятно? Да. Вот. А теперь, как только мы нашли решение, значит находим, а какого года будет соответственно. Значит, мы вместо n должны подставить минус 1. Вот мы подставляем. Смотрите. Мы, получается, записываем наше решение, вместо n подставляем минус 1. Ну а здесь уже надо вычислить, что это будет за угол. Вот это мы нашли решение. И ответ такой же будет, как графическим способом. Да? Да. Подождите, у нас же два решения. Нам надо второе решение еще проверить. Какой? Мы же плюс 2 пи на 3 проверили, а еще же минус 2 пи на 3. Значит, продолжаем. Продолжаем нашу часть. Получается от минус π пополам до π минус π. Мы проверяем второе решение. Минус 2 пи на 3 плюс 2 пи. То есть мы первое решение проверили, теперь второе. Но здесь тоже те же самые действия. Давайте быстренько сделаем. Получается минус 15 π. Я на 6 умножу. Минус 4 π плюс 12 π n минус 12 π. Ой, не 12, 6 π. 6 π. Теперь ко всем частям прибавляем 4 π. Получается минус 11 π. 12 π n. Здесь прибавили минус 2 π. Так? И делим на 12 π. Получается, тогда будет здесь минус 11 12, а здесь будет минус, ну, сокращаем 1 шестая. Ну а теперь смотрим, какие целые числа будут удовлетворять наши условия. 0 не будет, да, потому что у нас число отрицательное. Да? Минус единица тоже не будет, потому что у нас число должно быть больше, чем минус 11 12, а это число, соответственно, больше, да, чем единица. Следовательно, нет решения. Значит, второй корень у нас решений не будет давать. Значит, ответ будет только один. Минус 4 π на 3. Вот мы рассмотрели два способа исследования на принадлежность корня данному интервалу. Понятно? Да. Если у вас правильно решено уравнение, 1 балл, если правильно произведен отбор корней, либо графически, да, с помощью графика. Есть еще третий вариант с помощью графика. График помните, как чертить? Можете график начертить, посмотреть, как рассматривается. Но оно на самом деле достаточно редко используется. Либо это очень часто используется очень хороший метод алгебраический. Особенно кто любит это решать неравенство. Для него самое... А? Так. Какие вопросы есть? Говорили, что целые числа, нет, может быть, 2. Ну, если 2, то тогда вы записываете для первого случая, для второго случая, может быть, 2 корня. Два решения удовлетворять. Ну, по опыту чаще всего одно бывает. У нас же в последнем нет решения, там как бы, потому что мы не можем подобрать число n, которое... Да. Нам нужно целое число подобрать, чтобы удовлетворяло данное. Целое. Ну, еще раз, смотрите. Я понял. Мы же записываем, вот, из этого условия мы же записываем условие. Вот это ключевое здесь условие, что у нас только целые числа рассматриваются. Понятно? Так, к чему перейдем? Следующий, 14. Стереометрия. Ну давайте 14. Вот вам 14 задача. 14 задач, соответственно, тоже у нас есть некоторое построение стереометрическое. И есть два вопроса, которые вы находите, вы решаете. Нужно ответить. В данном случае первое это доказать, второе уже на числовое значение, на расстояние. Так, с чего начнем? Это Настроение, 13, конечно. да? Это 14. Вот 14.
13 это как раз уравнение динамическое. Ну давайте строить. Давайте строить. Здесь у нас вершина. Пусть у нас это будет А, Б, С. Вот у нас пирамида, да, правильная пирамида. Треугольная, что значит правильная? В основании у нас правильный треугольник, то есть С, А, Б, С, правильная пирамида. Получается, значит, треугольник АБС правильный. То есть это тот, который в основании лежит? Да, основание. У нас от основания надо рассматривать. То есть, следовательно, все... Вы проходили, да, пирамиду? А? Ну, примерно. Пирамиду Хеопса, представляете? Там только в основании квадрат идет, да, здесь треугольник. Так, получается у нас стороны основания, да, АБ равно АС равно BC равно 12, BC равно 12. Высота, ну я просто пока напишу, h равняется единице, нам надо найти ее еще, как она строится. И на ребрах АБ, АС и АС отмечены точки, получается М, Н, К. Соответственно, причем выполняются условия АМ равняется АН и равняется 3. Вот у нас АМ равно АН и равно 3. И АК у нас равняется 7/4. Вот это. То есть известны вот эти все расстояния. Докажите, что плоскости МНК, вот у нас МНК, вот она плоскость, и плоскость СБЦ параллельны. Условия понятны? Ну хорошо, как доказать будем? Как доказать, что плоскость параллельны? Видите, так как это точки, короче, этих же сторон, то, следовательно, они образуют плоскость, параллельную плоскость, образованной точками сторон, которые там. Линия МК, АК являются срединными. Как? Какие сторон. линии? Вот, например, отрезок МК является серединной вот, Средней линии. средней линии. И вообще треугольники эти подобны. Надо тогда доказать. Высота же не просто... Ну, так скажем, не совсем корректно говорить, что они являются средней линией. Она не является средней линией. Но насчет подобия замечание хорошее. Хорошо. У них общий угол, это угол сторона общая, АС, АК. Так, то же самое с АБ, АМ. Двум сторонам угол между ними? Нет, есть... Признаки подобия какие? Вот, Три признака подобия. три угла, три стороны и угол между двумя сторонами. Ну, я некорректно сказала. Нет, по двум углам есть признак подобия, по трем подобным По сторонам. двум углам, по трем подобным сторонам и по подобию двух сторон и углу между ними. Вот, угол между ними. Ну вот угол у нас одинаковый, да, надо показать тогда подобие сторон, да? Да. Да,
с этим я согласен. Как показать? Ну теперь еще маленький ключевой момент. Как вообще доказать, что плоскости это параллельно? Что мы должны? Они не пересекаются. Во-первых, не надо пересекаться. Нет, мы должны доказать, что стороны... Нигде, да? Нет, если мы докажем, что их стороны параллельно, получается, что и плоскости будут параллельны. Ой. Ну, сторона это прямая, да? То есть, если вот эти две прямые параллельны, это еще не значит, что плоскости будут у нас параллельны. У нас может быть такая вот. Еще какое условие должно быть? В смысле параллельность? Параллельно плоскостей когда? Возможно, она должна быть перпендикулярна прямой, перпендикулярна другой плоскости. Мне кажется, это не загадал. Ну, возможно, да. Только как у нас здесь перпендикулярные вообще еще пока не построено ничего. Свойство очень простое. Вот у нас даны две плоскости. Провести прямую и на той плоскости. Мы показываем, да, что у нас прямая, одна прямая параллельна другой прямой, да? Да. Свойство есть такое, что если мы докажем, что у нас еще есть пара прямых параллельных, принадлежащих к этим двум плоскостям, причем эти прямые у нас пересекающиеся, да? Получается, сами они между собой не параллельны, иначе смысла не будет. То есть в этом случае будет у нас плоскости параллельны. То есть нам нужно показать, найти две пары параллельных прямых в одной и в другой плоскости. Вот мы одну нашли, да, МК и МПС. Вернее, не нашли, а должны доказать. Получается, вот МК и КН, они же пересекаются в точке К, если мы... Да, значит, они Да, пересекаются. получается, что БС и СК являются тоже пересекающей точкой С, тем самым получается, что вот это две прямые Так, еще пересекающие раз. точки. БС и С и КС... Нет. И КМ, наверное, да? КМ и БС идет, да? И второй прямой какой? Ну, мы можем даже... Так. Ну, допустим, Давайте МВ на БС. Да. То есть, если мы докажем параллельность вот этих прямых и параллельность этих прямых, они между собой еще пересекающиеся, да? Да. Значит, от этого будет следовать, что плоскости параллельны. Да. Как доказать? А вот теперь давайте вспоминать вот эти признаки подобия. То есть мы сказали, что здесь удобнее можно сделать через подобие. То есть надо подобие треугольника АН и подобие треугольника сторона АС. треугольника. Ну, смотрите, если мы рассматриваем нижние, да, то мы в треугольник АБЦ и АМН рассматриваем. Да? Двум сторонам углу между ними и... И все, а тогда у них будут потом равны углы, скорее всего, АНМ и АСБ как Ну, соответственно. давайте попробуем доказать, как это доказать. То есть мы рассматриваем первый шаг, да? То есть мы решаем А. И первый шаг у нас такой. Рассмотрим треугольники А, Б, С и треугольник А, М, Н. Так? У них угол А общий, да? Да. Но я так условно напишу угол А, да? Раз мы треугольник, да, определили, то точка определяет угол, да? Какой-то угол А общий. Значит, они совпадают. И мы сказали, что у нас две примыкающие к нему стороны должны быть подобны. Да? Значит, нам нужно показать, что АМ подобен АБ, так же, как АН подобен АС, да? То есть коэффициент один и тот же. То есть нам нужно что показать? Нам нужно показать, что АМ к АБ равняется то же самое, как АН к АС. Так? Ну, как это показать? Как МН к БЦ. Нет, мы не можем это сюда? Еще раз, признак подобия треугольника какой? По двум сторонам угол между не имеет. То есть мы вот угол же этот взяли, соответственно, вот эти две стороны должны быть. Как доказать это? Может через теорему Филда. Как доказать, что такое отношение имеет место? Ну, там как бы в условии дано то, что АМ равно у нас А. Что уже А у нас же говорится, что... АБ это равно 12, а это равно равно 3. У нас же все дано. Да. АБ и
есть АМ, есть АН, есть Они МС. равны 12. Они же равны число каких-то значений, просто производятся. 3 12 равняется 3 12. То есть отношение у нас выполняется. Следовательно, данные два треугольника подобны. Ну а раз подобно, получается у нас в этом случае МН будет параллельно BC. МН будет параллельно BC. Так. Извините, можно спросить? Да. Подобие же вот так же будет? Подобие вот, Так, знак вот такой знак. Вот так. S на боку. Значит, они будут подобны. Так. Параллельность двух прямых показали. Теперь нам нужно еще параллельность. Какую мы взяли? МК и... Ой. А, МК и А, Б, С, да? Ну, давай. Эти? Да. Ну, давайте определим. Мы их проверим. А вот их... А по двум углам. Ну, смотрите, у нас АМ известно, АБ известно, АК известно. Неизвестно только АС. АС можно найти? Да, вычислить по... в общем, Теорема АМ, косинуса. АБ, АК, АС. И у нас АС останется, и получается, это... Там крест-накрест вообще должны. У нас АС... Через что? Через? Ну вот та же пропорцию составит, как АМ к АБ, АК к АС. Получается, Ну, что доказали. Так она нам не докажет. Мы наоборот доказываем это равенство. Очень часто. Мы не использовать его должны, мы его доказать должны. Значит, АС надо другим способом найти. А у нас угол АМК и... На что известно еще? Что не используем? Высота. Высота. Давайте найдем. Как у нас высота пирамиды? Одна вторая собака. Вот если здесь мы рассмотрим, да, такие значения, то получается высота будет у нас проецироваться на центр треугольника, да? У нас же правильный треугольник? Соответственно, на центр треугольника, да? Ну и давайте посмотрим, какие у нас здесь будут. Ну давайте пусть буковка поставим какой-нибудь О, да? О же обычно, да, у нас? Ну и найдем АО. Чему равняется АО? АО, смотрите, мы найдем, да? СО это у нас высота, единица, да? И дальше по теореме Пифагора найдем АС. Так? Да. Ну давайте АО чему равняется? Вспоминайте свойства правильного треугольника. АС в квадрате равно АО в квадрате плюс СО в квадрате, тем самым ОС в квадрате равняется АС в квадрате минус ОС в Нет. квадрате. Это не прямоугольный треугольник. Ну вы же А сказали, это может Пифагор. быть Нет, по теореме Пифагора треугольник из треугольника АСО. Да. Ну, Ну а прежде чем СО нам нужно найти уже... АО давайте находить. АО это у нас получается, здесь много у него разных интерпретаций рассматривается. Можно его рассмотреть здесь как что это такое будет? Радиус описанной окружности правильного треугольника. Формулу помните? Еще раз. Радиус описанной окружности. Проходили описанную? Есть, да, есть такая формула, там через правильные многоугольники. Да. А, Не это помните? там равна. Сейчас, подождите. Одна вторая на периметр на косинус. Если не помните, будем несколько раз использовать теорему Пифагора. Нет, а давайте вы нам скажете формулу. У нас что-то А давайте я тоже формулу забуду. Вот если забыли, что нам делать? Давайте вспоминать. Получается у нас треугольник AHB прямоугольный, да? Здесь сторона у нас чему равна? 12. А это равна половине, да, 6. Значит, AH чему равняется? H равно 6. AH в квадрате равняется AB в квадрате минус BH в квадрате. Подставляем 12 в квадрате минус 6 в квадрате. Будет 144 минус 36, будет 108. Так, теперь у нас получается, ну, AH отсюда равняется корень из 108. Корень из 108. Давайте немножко здесь его преобразуем. 108 как можно представить? 6 корень из... Кстати, нет. Нет, какие удобные числа мы можем 36 умножить, на 6. которые можем...
Да. Ну давайте у нас получается, его можно представить как 12 на 9. Да? Из 9 у нас тройка извлекается, а из 12 еще представить как 4 на 3, да? То есть четверка. Получается 12 корней из 3. Так? А h. М? Ой, 2. Все, правильно. Правильно. Мы 4 под корнем будет, а извлекается двойка, да? Получается будет 3 на 2 и на корень из 3. То есть 6 корней. Так? Правильно? Замечательно. Теперь отношение у нас. Точка, у нас получается это точка пересечения медиан. Да, медиана делится. Отношение 1 к 2, да? Значит, у нас нужно взять две части. Так? Вся данная медиана 3 части, да, мы берем 2 части. Значит, АО будет равняться 2/3 АH. Да? 2 части из 3. Правильно? Представляем, что будет у нас? 12 корней из 3, деленное на 3. Вот то, что мы хотели найти. Ну а теперь нам все известно, находим, чему равняется АС. АС в квадрате равняется АО в квадрате плюс СО в квадрате. Теорема Пифагора. Подставляем АО в квадрате 12 корней из 3 на 3 в квадрате плюс АСО, это у нас высота h, да? Единица. Плюс единица в квадрате. Чему равняется? Да, ну 16 на 3. 4 плюс 1, 6. 16 на 3, 4. 144, да, плюс 3, 147, третий, да? Или сколько? Корень 49. Ну, там корень убирается, остается тройка. А мы разве 144 не умножаем на 3? Нет, нам же сократить просто. 144 на 3 делим на 9. 3, 9 сокращается. 3 в квадрате. Нет, это вообще 12 и 3 сократить. Получится 4 корень из 3. Получится 4 16 умножить на 3. Это у нас 48. Да, плюс 1 в квадрате, то бишь 1, 49, корень 7. Делим на 3, 49. Значит, АС равняется 7. Так, у меня сейчас места уже не хватает. Так. Подождите. Получается 12, но умножим на 3. Почему я 12? 12 и 3 сократить. Одна получается 12 корень из 3 делить на 3. 3 сокращаешь. 12 почти 4 корень из 3. А это 147 на 3. Признак делимости на 3 какой? Сумма цифр. Сумма цифр должна делиться на 3, да? еще Так. раз. Сумма цифр числа должна делиться на 3. Когда любое число разделится на 3. Да. Когда любое число разделится на 3. Число и цифра. Различаете? Что такое число? Число это... Это число, да. Цифра это определенная единица. Да. Цифра это получается у нас, можно так его охарактеризовать, это однозначное натуральное число, да? Ну, включая 0 получается. Это из цифр. И числа, которые мы записываем, они как раз из цифр состоят. Да? Ну, то есть получается из 1, 4 и 7 это цифры. Суммируем, проверяем, будет делиться на цифры. Так, чему мы пошли так? Мы нашли АС, да? АС у нас получается 7. Ну и теперь давайте отношения рассмотрим. Записываем. Извините, а если сумма чисел, цифр не будет делиться на 3, получается решение неправильное, нужно пересмотреть? Значит, число не будет делиться на 3, значит, будем работать с корнями. Да, спасибо. Мы просто упрощаем данное значение. Так, отсюда что получается? Мы с вами должны найти отношения, записывайте, да? У нас на треугольнике какие рассматриваем? АСБ, да? И АКМ. Так? Угол А опять у нас здесь общий. И отношение у нас должно АМ относится к
АБ точно так же АК, АС. Ну и поставляете значение, проверяйте, будет у нас выполняться наше уравнение. Так. АМ относится к АБ, точно так же, то есть вопрос у нас к АК, АС, да? Подставляем АМ, АБ. АМ, АБ равняется 3 деленное на 12 или равно 1/4, да? А АК, АС у нас что равняется? 7/4 к 7. Ну, тоже на 4. Будет 1/4. То есть они равны. Значит, мы показали, что отношение будет выполняться. Следовательно, что отсюда будет? Отсюда следует, что МН, то есть треугольники АКМ и АСБ параллельны, и, следовательно, МН и СБ у нас будут параллельны. И в этом отношении что получается у нас? Мы показали, что МН параллельно БС и МК параллельно БС. Следовательно, отсюда плоскости наши параллельны. Плоскости наши параллельны. Так, а теперь ко второй части. Найдите расстояние от точки М, вот от этой точки, до плоскости SBC. Да? Ну, грань. Найдите расстояние От точки М до плоскости SBC. Вот здесь самый сложный момент – это определение, какое расстояние нам нужно выходить. Как будем строить? Из точки М, да? Куда он попадет? Я понял, а куда конкретно? Какую точку? Середину пересечения медиан, да? Ну не в точку же Б. Смотрите, вникайте, пожалуйста. От точки М до точки Б нет, не подходит. Нет, не перпендикуляр. Ну, не, расстояние есть, но это не перпендикуляр. Да. И вот Ну, середину... вот с М мы опускаем перпендикуляр. Куда он попадет? Да, середину. Вы говорите про H, на кашу не пойдет. М на H. H тоже не будет перпендикуляр. Подождите, а если мы проведем в треугольнике BSC не медианы, а А он не Вообще, мне расставлен. кажется, упадет куда-то на СБ. На S. Куда? На СБ сюда? Да, там. У нас грани-то не по прямому углу. ну тогда Не SC перпендикуляр. куда? Наискосок. Мне Куда? кажется, SC? да, На эту грань? да. Но эти грани тоже не перпендикулярны. Ну скажите, вот получается же середина, ну значит, где точка ниже, вот эта точка О в треугольнике АБЦ, такая же точка О должна быть в треугольнике СБЦ. Нет? Ну, какая точка? Точка пересечения медиан? Не медиан, а Бисектрис? Середина Можно перпендикулярна? провести высоту от точки М к стороне BC и стороне СП. Тогда получится треугольник. Стороне BC и стороне BS. BS. Вот так сюда высота, Да. сюда высота. Потом здесь найти треугольник и здесь высоту еще, да? Да. Мне кажется, надо вообще на продолжение. А мы как потом будем искать-то все? У нас где данные? Может, на продолжение плоскости падает. Как бы высота у вас треугольника. А, кстати, здесь интересный момент. Она, проекция будет немножко в другом месте. Она не обязательно на эту плоскость. Может быть и в огне. Вот смотри, нюанс такой. А она может быть точкой С? С? Вряд ли. Нюанс такой. Мы для чего доказывали, что эти плоскости параллельны? То есть, Для параллельных плоскостей понять то, что Смотрите. она перпендикулярна. Раз плоскости параллельны, значит расстояние между этими плоскостями у нас фиксированное значение. И неважно, от этой точки мы ищем, либо от другой, расстояние будет у нас одинаковое. Вот давайте подберем такую точку, где удобно находить расстояние. Вот где перпендикулярно строится и так далее. ну мы это же можем опустить перпендикуляр прямой BC. Нет, вы опустить можете, а потом как будете искать значения? Да нам нужны чисто числовые же значения.
построение сделайте, а как потом вот эти части, из которых состоит данное построение? А у нас BC неизвестно? BC известно. Ну, если... Как бы... Предложение вот такое, смотрите. Мы возьмем вот на прямой AH, которую смотрели, это же перпендикуляр. Возьмем точку. И вот от этой точки найдем расстояние до данной прямой. Почему удобнее? Смотрите, мы здесь можем достроить SH. Где у нас? Что это строится? Это на SH. Это будет, смотрите, перпендикуляр BC, да? И AH перпендикуляр BC. Следовательно, данное у нас... Так, что нам необходимо-то было? Вот это будет проекция, да, соответственно. Чтобы построить перпендикуляр проекции, то есть вот это будет... Нам нужно тогда построить перпендикуляр к этой линии, да, с этой точки. Ну давайте обозначим, наверное, через точку, какие буковки у нас остались. Q. Какую? Q. Ну, пусть пул, пусть пул. А давайте другим цветом или что-то лишнего берем. Пластиком. Ну, лишнее берем там, что у нас остались. Сейчас мы, может быть, отдельно ее нарисуем просто. И у нас получается от этой точки мы строим перпендикуляр сюда, да? Вы от N, да, построили? От точки Q, от точки Q. Q это вот как раз середина, да, вот на точке. Смотрите, мы тогда находимся в этом треугольнике ASH. Что про этот треугольник можно сказать? Вот эта плоскость ASH у нас будет перпендикулярна плоскости SBH. То, что она... Почему? Потому что у нас получается по свойствам, да, перпендикулярности. У нас прямая AH перпендикулярна BC. Да? И прямая SH, проходящая через данную точку, тоже будет перпендикулярна BC. Да, по двум перпендикулярам. То есть это будет плоскость перпендикулярна, значит, если мы отсюда опускаем перпендикуляр, то он будет внутри данной плоскости. И значит, попадет на прямую SH. Вот, по крайней мере, мы примерно представили, где у нас будет. А теперь давайте смотреть. АС нам известно. АК мы можем вычислить из треугольника, да? АH известно. SH можем вычислить, у нас значение известно, да? Ну давайте находить тогда. Вот этот график построю. Не график, в смысле? Сложно. А? Сложно? Так. А вот здесь такой смешный, который будет остаться? Нет. Нет? Жалко. Просто аттестаты не получите. Напишите ЕГЭ в следующем году. А целый год будете всем заниматься. Так, получается у нас ситуация такая идет. Так, начнем. И вот здесь точка дана, здесь точка дана, здесь точка дана, и здесь точка дана. Так, давайте я их обозначу. Вот эта точка у нас А идет. Q, да, обозначим. Вот эта точка Q идет. Вот эта точка H, да, у нас? N, кажется. H. А. H. H точка. И вот эта точка S. Вот такая ситуация у нас. И мы должны найти расстояние от точки Q до прямой SH. Соответственно, здесь рисуем перпендикулярно, прямая вот она такая идет, да, продолжение. Рисуем здесь перпендикуляр, получаем точку, да? Так, буковки у нас не кончились еще? Какой рабочий? Z. Z. Пусть Z будет. Точка Z. Вы можете немножко подождать, пожалуйста. Хорошо. То есть мы будем работать в плоскости ASH. Да, ASH. Самое главное мы определили. Что нам известно? Нам известно АС это 7, да, вы нашли? А H это сколько у нас было? 12. Нет. А H? 6. Где мы нашли-то? Это H квадрат. А H? 6 6 корней из 3. Вот это будет 6 корней из 3. SH можем найти тоже. H это прямоугольный треугольник. А? ASH
H не прямоугольник. А получается, что в этих двух треугольниках сторона HZ общая, ой, ну, HS. HS лежит в HZ? Ну да. Я, может быть, здесь просто так не очень хорошо начертил. Здесь у нас не должно быть так. Просто у меня не сошлись прямые. Может. Так, ну а теперь как находить из этого треугольника? Ну, начала. Ну, во-первых, еще раз, давайте АКУ найдем, да? Чему равняется. Смотрите, у нас данные два треугольника показали, что они подобны, да? Коэффициент подобия у нас получается 1 к 4, да? Значит, если это расстояние у нас 4, значит это будет расстояние единицы, да? То есть в 4 раза меньше. Значит, АКУ у нас будет 6 корень из 4. 1/4 AH, да? И подставляем, это будет 3 корень из 3 на 2, да? Ой, 3 корень из 3 на 2. 3 корень из 3 на 2. А куб. Ну и по h тоже, соответственно, будет 3 четвертых. Ой, а почему АКУ 1/4 AH? Из подобия треугольника. А. Мы же подобие показали, коэффициент у нас будет 1 к 4. 4, да, нет. 1 к 4. Так. Ну как это расстояние найти? Какое расстояние? Вот это мы ищем по z. Ну, а у нас Возможно, нужно рассмотреть QZH. мне кажется, ли вы тоже сомнения? А? Нет? По поводу. Как найти? Решение задачи. Нет, просто еще SH надо найти. У нас HS известно? Она нам все равно ничего не дала. Ну, я просто смотрю, какие разные варианты. Здесь один из вариантов, допустим, можно так, найти сторону SH, значит, 3 стороны у нас будет известно, можно использовать теорему косинуса. Косинус угла найти. Так? Сейчас. В данном случае вот это нам интересует этого угла, да? Да, и мы тогда узнаем Тогда, а потом мы этот косинус будем использовать на прямоугольном треугольнике. У нас эта же сторона тоже подождите, есть. если у нас известно Как AS и известно AH, мы не можем найти угол А, тем самым противоположный найдем противоположную сторону HS. Нет? А где у нас угол здесь? SH мы из другого треугольника найдем. Смотрите. У нас вот этот же треугольник известен. У нас, смотрите, получается вот эта сторона, а S будет равняться BS равняется S. Ой, заново еще раз. А S будет равняться BS, будет равняться CS. Как Потому что правильно, да? правильный треугольный пирамида, да. Соответственно, у всех будет расстояние, к чему мы нашли? 7, да? Да. Значит, в этом треугольнике, смотрите, он будет равномерный, сторона 7, 7 и 12. SH будет являться высотой. Значит, что у нас получается? Из прямоугольного треугольника 7, сторона 6, сторона, да? Значит, получается, SH тогда будет чему равняться? 49 минус 36, это получается 19 минус 7 в квадрате 13, минус да? 6 в квадрате, 49 минус 19 6. минус 6. 13, корень из 13, да? SH корень из 13. SH равняется корень из 13. Ну и что получается? Вот я хочу использовать вот это только отношение. Можно использовать отношение, нам что нужно? Отношение противолежащего к гипотенузе, что это будет? Синус. Тогда может быть синус лучше найти. Извините, вы можете назвать время? А у нас получается SB равна AS, поскольку треугольник от CB Правильно треугольник. Да, поскольку высота. Все, можно. Если у нас синус идет, да, данного угла, значит, может быть, тогда через синус найти? Синус угла SHA так относится
Нет, 7 так относится к синусу. Через Отношение противоположности. Ой. А давайте через синус найдем, очень удобно. Смотрите, у нас еще известна вот эта вот высота, да? Она будет равняться единице. Так? Высота треугольника. Это высота пирамиды, высота треугольника совпадают. Да? Ну и смотрите, давайте используем тогда вот такое правило. Нам нужно найти синус. Синус угла SHA, да? Мы его можем найти как отношение противолежащего QZ, да, к гипотенузе QH. Так? Вот QZ нам как раз и нужно найти. QH у нас как находится? QH, соответственно, это будет 3/4 от данного значения, да? Ну, у нас же идет угол SHA, значит. Сейчас, видите, AH будет 3/4 на 6 корней из 3. У нас получается тогда будет на 2 скачаем 9 корней из 3, деленное на 2, да? Вот QH известно. Нам, следовательно, нужно найти вот этот угол, синус. Извините, можете убрать руку и дать время сейчас все Сосредоточиться, почитать? проанализировать? Хорошо. Почему ваша будет 3/4? А нельзя было просто 7 разделить на 6 умноженное на количество? Потому что угол H, он общий, что у треугольника QZH и ASH. И все, и просто AS разделить на AH. И что это будет? Ну то же самое, только... У нас такие отношения действуют только в прямоугольных треугольниках. А, А у нас треугольник не прямоугольник. Я бы рад, но не получается. Да, Но мы немножко по-другому здесь делаем. Итак, теперь наша задача свелась к нахождению синуса вот этого угла. Так? Если мы найдем, тогда из этой формулы найдем, чему равняется QZ. Причем QH мы нашли уже, да? Чему равняется. Понятно, почему 3/4 стоит? Да. Вот это есть 1/4, да? А это остаток, значит, 3/4. Так, ну а синус давайте найдем из следующих условий. Формулы площади треугольника какие знаете? Половина произведения высоты на... 1/2 А на H, да? Все больше. Можете рассматривать прямоугольник, Вот это треугольник. Еще какие формулы знаете? Все больше. Нет, никакие не знаете. вы что-то синус... Две стороны сумма треугольника, деленная на... Ну, синус как бы угла между ними. Угол С, наверное, да? Что-то у ромба подобное еще. А? У ромба еще подобное. Ну, есть еще формула через полупериметр. Формула, как? Геронов. Ну, в данном случае, как бы сторону у нас известно, но прям считать неохота. У нас числа такие очень хорошие. Да? А используем давайте вот эти формулы. Во-первых, AH, смотрите, у нас сторона известна, высота известна. Можем найти же. Да? Отсюда площадь треугольника ASH будет равняться 1/2 AH на S O у нас будет, O, SO. Получается 1/2, 6 корней из 3 на единицу. Получается 3 корня из 3. Площадь треугольника. С другой стороны, давайте рассмотрим. Площадь данного треугольника будет равняться 1/2 AH на SH и на синус угла между ними. Синус угла SH. Правильно? Этот на синус угла между ними. Отсюда мы должны выразить Ну синус. все у нас известно, да? AH получается, представляем, равняется 1/2 AH, чему у нас 6 корней из 3, SH корень из 13 и на синус данного угла SHA. И это все равно у нас 3 корней из 3. И отсюда синус вырезать. Отсюда выражаем синус угла. Синус угла SHA равняется. Так. У нас корень из 3 сокращается. Вообще вот здесь сокращается. 1 на корень из 13, да? Как получается? Ой, а сейчас... Ну вот это все сокращается. Смотрите, это будет 3 корня из 3 же. И это 3 корня из 3 сокращается, будет единица. И осталось корень из 13 деленное. Сейчас, секунду, просто я по-другому осталось.
и проблемы появились. Сейчас корень из 3 умножить на корень из 3. Ну и последний шаг. Сейчас помогаю. У нас 1/2 сокращается с шестеркой. Ой, ну, 3 корня из 3. Да, 3 корня из 3, и с правой стороны тоже 3 корня из 3. Получается корень из 13. Получается корень из 13. И у нас получается 1 деленный на корень из 13. Угу. Все, понятно. А у вас каждую пятницу такие занятия? Нет, не кажется. Жалко. Там же глазу можно. Ну тогда что получается? Отсюда нам нужно найти QZ, да? QZ равняется QH на синус угла SHA. И подставляем QH у нас 9 корней из 3, деленное на 2, синус 1 на корень из 13. Ну, как правило, да, в школе принято все-таки избавляемся от иррациональности в знаменателе, да? Умножаем на корень из 13 на числитель знаменателя. Что тогда получается? 9 корень из 3 на 13 39, деленное на 26. А мы не можем сократить? Нет. Нет, здесь не сокращается. Это будет ответ на вторую задачу. Вот так можно. Все, это ответ. Вот во второй части не обязательно ответ должен быть целый, либо записан десятично. Может быть и такой. Может быть и такой. Получается, мы должны написать ответ А равняется... нет. Нет, а в первом ты что-то доказать? Да, доказать. Получается, Ответ просто, A. да. Расстояние равно такому значению. Так. Ну, я предлагаю, давайте мы еще одну задачу рассмотрим, 15 следующую. Тут просто, Или можно уже... Нет, хотела продолжить, но просто поздно. Нет, просто хотела... А вы можете нам еще сделать продолжение когда-нибудь? Ну, договаривайтесь с организаторами. А это команда? Ну, кто вот? Лосева Ирина Сергеевна? Женщина в сером платье, бурятского очечка, маленькая, как у них. Как? Елена Сергеевна? Ирина Сергеевна. Ирина Сергеевна. А у вас есть время, чтобы вот со школьниками засиживать в свободное время? Или нет свободного? Вам вообще с нами интересно, нет? Ну, главное, что вам интересно. Ну, мне нравится, да, мы хотели бы, можете стать нашим репетитором групповым? Ну, это другие уже вопросы. Здесь в отношении получается ситуация какая? Сегодня же как у нас идет? Это Просто день открытых дверей для школы номер 2, да? Вот, соответственно, в рамках этой акции мы проводим, в том числе показываем наши возможности, что мы можем. Так, что, поздно, завершаем? да. Ну, немножко так достаточно подробно рассмотрели каждую задачу. Какие вопросы еще есть по СПК? А насколько легче базовую решать? Намного. Ну, как-то... Вот подобные задачи могут Мне сложно судить, да, для меня как бы и первый, и второй уровень не такие сложные считаются, да. Но вот по оценкам я слышал, прошлогодних выпускников считали, что как бы, базовую попроще. Ну, видите, базовую, еще раз, в чем самое главное нюанс для себя решите. Если вы поступаете дальше и нужна математика, значит, конечно, профиль. Смысл сдавать отдельно базовую еще я как бы не вижу. Там, в принципе, вот тестовые задачи, там на самом деле есть интересные задачи, особенно вот во второй части, которую мы Можно рассматриваем. 100 баллов получить по профилю? Да. Реально? В прошлом году был максимальный балл 99. По Бурятии. Можно решать? А? Решая задачи, можно с ума сойти? Да. Да. На опыте моей старшей сестры. Можно заниматься любой деятельностью и сойти с ума. Это все индивидуально. Все индивидуально. Ну хорошо тогда. На этом предлагаю завершать. Спасибо за... Да, большое спасибо. Спасибо.